Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 3 года условно получил житель Алданского района, который украл банковскую карту у инвалида. В мае этого года пьяный мужчина пришел к своему знакомому инвалиду второй группы, чтобы занять денег на продолжение банкета. У того наличных не оказалось, тогда подсудимый похитил карту и впоследствии снял с нее 6700 рублей. Для человека с ограниченными возможностями такая сумма является значительной, так как он не может трудоустроиться из-за инвалидности и живет на пенсию. Ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме. Приговор суда не вступил в законную силу. В Булунском районе из-за разрушения берега вокруг села Быков-Мыс обнажаются человеческие кости на старом кладбище. Как сообщает газета «Маяк Арктики», вопрос по проблеме разрушения берега поднимался в прошлом году, однако из-за таяния мерзлоты и морских волн он стал еще более актуальным. Часть захоронений смывается в море. На сегодняшний день решение не принято, но руководство Булунского района планирует внести вопрос на повестку дня выездного заседания Президиума Совета по Арктике и морской деятельности, который проведет 26 августа руководитель региона Айсен Николаев. Начальник почты присвоила зарплату санитарки. Пострадавшая работала в Верхоянской центральной районной больнице и получала зарплату по почте. Согласно материалам прокурорской проверки, руководитель отделения связи присваивала часть зарплаты у без того небогатой работницы младшего медицинского персонала, просто не доводя ее до получателя. Сумма ущерба составила около 34 тысяч рублей. Дело направлено в следственные органы для возбуждения уголовной статьи. Несмотря ни на что, врачи делают свое дело. Все 13 человек, отравившиеся сайрой в Усть-Алданском районе, выписались из стационара. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Якутии. Напомним, пострадавшие употребляли консервированную сайру производства производственная компания «Пищевик» из Санкт-Петербурга. Отравление произошло 3 августа. После этого были обследованы 406 магазинов в республике и изъяты все консервы с датой выработки от 16 мая 2018 года. Проведение санитарно-эпидемиологического расследования продолжается. Следователи возбудили уголовное дело. Оно находится в процессе. В суд направлено дело председателя регионального общественного фонда поддержки инициатив пенсионеров ИТИ, который обманул дольщиков и потратил более 7 миллионов рублей на погашение долгов своей компании. Были обмануты 13 человек, которые должны были вселиться в новый дом в селе Чурапча. Как сообщил прокурор района Иван Ядреев, застройщик также не обеспечил госрегистрацию их договоров. За совершение преступления мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. Технологические достижения не обходят стороной не только простых жителей, но и уголовный мир. Так, на территории исправительной колонии номер 6 был задержан мужчина. Он настраивал квадрокоптер, это летательный аппарат, на дистанционном управлении, с помощью которого намеревался переправить заключенному 100 граммов дрожжей, 6 сотовых телефонов и 4 зарядных устройства. Сотрудники УФСИН напоминают, что передача или попытка передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, влечет наложение административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией запрещенных предметов. При столкновении двух автомашин в Якутске пострадали 4 человека. ДТП произошло в микрорайоне Марха, столицы республики. 27-летняя водитель Toyota Corolla Fielder выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с «Жигулями», за рулем которых сидел 43-летний мужчина. В больницу были доставлены 2 пассажира «Тойоты» – 2-летний мальчик и девочка 7 лет. После осмотра врачами у девочки выявлен ушиб лба. Ее брат, к счастью, не пострадал. В момент аварии в салоне иномарки находились 4 детей, 2 из которых не были пристегнуты, в том числе пострадавшая. Сегодня и до 18 августа в Мирнинском районе пройдут массовые проверки. Сотрудники ГИБДД будут выявлять нетрезвых водителей, а также водителей, нарушающих правила перевозки детей. В этом году в районе зарегистрировали 14 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения. Между тем, выезд на полосу встречного движения и превышение скорости – это самые частые причины гибели детей-пассажиров. Об этом заявили в Госавтоинспекции России. Согласно данным статистики, за полгода количество аварий с участием детей увеличилось не сильно – менее чем на 1%. Всего таких аварий произошло 10 705.
В них погибли 339 детей. Это на 16,5% меньше, чем годом ранее. Но почти в половине этих ДТП дети были заложниками ситуации, то есть пассажирами. Таких аварий произошло 4845. При этом в них погибли 209 детей. Это треть от всех погибших в авариях малолетних граждан. Несмотря на то, что количество аварий, в которых дети перевозились непристегнутыми, заметно снижается, ситуация остается сложной, утверждают в Госавтоинспекции МВД России. Вина в подобных происшествиях всегда лежит на взрослых. Полиция Великобритании провела по меньшей мере 3 обыска в 2 городах страны после наезда на пешеходов в центре Лондона. Кроме того, стало известно вероятное имя подозреваемого, рассказывает Роман Чуриков. 29-летний Салих Хатер. Именно так зовут водителя автомобиля, который во вторник сбил пешеходов вот в этом месте, рядом с британским парламентом. Об этом Reuters рассказал источник в европейских спецслужбах. Подозреваемый гражданин Соединенного Королевства суданского происхождения. Антитеррористическим подразделением он был неизвестен, но некие проблемы с законом имел. В ночь на среду полиция провела ряд обысков в 2 городах страны. 1 в Ноттингеме и 2 в Бирмингеме, где жил задержанный. Спецоперация в объективы телекамер не попала, ее результаты неизвестны. Но вот как описывают ее очевидцы. Это было в 3 или 4 часа. К дому подъехал микроавтобус. Из него выпрыгнули люди и с криками «Полиция!» проникли в дом. Сломали несколько дверей, вообще были агрессивными, побеседовали с парой людей на улице. А еще были сотрудники в штатском, 3 или 4 человека. Они несколько часов тут ходили туда-сюда, поглядывая на дом. Во вторник Салих Хатер на серебряном Ford Fiesta на полной скорости въехал на тротуар и протаранил заграждение у британского парламента. Пострадали 3 человека, одна женщина до сих пор в больнице. В полиции считают, что водитель действовал намеренно. Сам подозреваемый общаться с правоохранителями отказывается. В Лондоне сегодня усилены меры безопасности, заявил мэр города Садик Хан. Туристы и лондонцы увидят сегодня в центре города, что количество полицейских увеличилось. Некоторые будут вооружены, другие нет. Причем вне зоны видимости останется скрытая работа, которую проводят правоохранители и эксперты. Мы постоянно учимся, развиваемся и находим новые способы обеспечивать безопасность нашей столицы. Делом занимается контртеррористическое подразделение. Если догадки полиции подтвердятся, то этот инцидент станет 2-м намеренным наездом на пешеходов у британского парламента за последние 18 месяцев. 22 марта 17-го в том же самом месте погибли 6 человек, более полусотни получили ранения. На этом пока все. Берегите себя и других, особенно за рулем автомобиля.